Сегодня должны те предприятия, которые инвестиционные у нас заработали, касается энергообеспечивающих и МРСК, и Межрегионгаз, и Ростехнадзор, и другие службы, и контрольные службы, и надзорные службы, мы должны способствовать их становлению в полном объеме этого, в полном объеме. Значит, они рискуют, значит, у нас недоверие инвестиционное настолько высоко, что я, как Фома неверующий уже, никому не верю, понимаете? Но оказалось, есть реальные люди, которые в действительности начали работать, потому что на момент предприятия, я хочу, чтобы понимали, ни одно предприятие не работало, ни одно, ну почти. Вы знаете, что светодиодные, стекольные. Я в действительности с большим недоверием относился и скрупулезно высказывал мнение, чтобы они доказывали. То есть инвесторы доказывали. И они доказали нам, всей республике, что они могут сделать. И прекрасно вот сейчас начали работать предприятия. И сельскохозяйственный сектор. Урожай, который был 8-10 центнеров, сейчас, как мне докладывают, в прошлом году 25-27 был, сейчас 30. Чтобы попросить людей зайти в свой огород, мне пришлось конкурс объявить. Понимаете? Конкурс фонда опять вот там почти 2 миллиона, да? Да, что у нас? Просто, понимаете, людей разучили враньем, ложными документами. Вот, как мне Минтруд докладывал, выказывал, 15 тысяч стоят у него безработных. Не можно швейную и обувную 400, 500, 600 человек набрать. Бог будет, 15 тысяч человек стоят. Значит, я сказал, очищайтесь. И предприятия, вот кто работает у нас, они туда не идут. А вот эти рога и копыта предприятия, он куда-нибудь направляет его, Бог Баян, там уже перечень дают же, он приходит, говорит, дай мне справку, что ты меня не принял там. Вот он приносит и опять встает, да, на учет, потому что, нету. Кого мы обманываем? Мы такое поколение получим. Мне жалко то поколение, которое сейчас растет. Они не приучены ни к учебе, потому что хорошего специалиста не найдешь, даже окончившегося вуза. Я сам сталкивался с этим. Зачем эти колледжи у нас? Зачем они нужны, если они готовят ненужных специалистов? А если готовят, они даже не знают тот предмет, которым их учат. Ну как это можно? Цеха большие, чистенько, уютно. Там вообще в Южном Укостое, вот там я зашел, там же стерильно все, как бы операционные, понимаете? Или взять швейную, до 600 человек нужно. Договорились, уже там сотни, до миллиарда уже заказы. Заказы не может взять, потому что у него нет рабочих.